Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев в беседе с Кавказ.РЭ Алии рассказал о сложностях общественной и правозащитной работы в России. Бывший политзаключенный поделился мнением, объяснил, почему не чувствует себя в безопасности. На хвосте уже замечены несколько машин. Даже мои друзья определили, какие номера у машин. Хотя я ничего противоправного не делаю, ничего противозаконного не говорю, только правду. Но правду в России не любят. Я осознаю то, что делаю. Осознаю, что в любую секунду могу исчезнуть, что в любое время могут взорвать машину. Все что угодно может произойти. Но при всем при этом, я знаю другое. Человек умрет в ту секунду, когда это ему прописано. Если бы вот этого осознания у меня не было бы, то, может быть, я оглядывался бы, боялся бы. В этом смысле я себя обезопасил тем, что я верю в Господа миров. Уповая на всемогущего Аллаха, делаю все, чтобы восторжествовала справедливость. Я иду туда, где могу помочь. Вот это и есть моя жизнь. Она была такой и до того, как я был посажен в тюрьму, просто сейчас это более публично. Журналист спросил о том, что он сделал бы, если Кадыров предложил бы ему работать в Чечне его помощником или советником. На что Кутаев ответил, что такие предложения поступали, но не от Кадырова. Если бы мне сегодня Путин предложил бы работать главой республики, я вообще об этом даже говорить не надо. Я, кстати, совершенно откровенно заявляю, я этого не стесняюсь. В 2015 году из администрации президента России ко мне приезжали. Были предложения, как о возможном преемнике и возможном становлении меня главой республики. Эти переговоры велись со мной где-то полгода. И тогда я сказал, и сейчас говорю, и через 2 года скажу, это абсолютно меня не интересует. Я готов стать председателем российского правительства или главой администрации президента России. Нет проблем, при условии, что мои мысли, взгляды и мое видение развития России будут приняты во внимание и мне дадут реализоваться. А быть пешкой, даже в той игре или значиться кем-то еще, я не согласен. Руслан Кутаев был осужден на 4 года в 2014 году за незаконное приобретение и хранение героина без цели сбыта. Правозащитники тогда признали Кутаева политзаключенным.